Накануне чеченские врачи вернулись из медицинской миссии в Демократическую Республику Конго. Из Африки вернулись. Как все это было? И почему Конго? И при чем тут медицина? Вот об этом сегодня мы и постараемся поговорить. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И врач клинической больницы номер 3 города Грозный Магомед Татаев. Машаллах. Да, машаллах. И сразу переходя к нашему разговору. А действительно, расскажи мне, нашим телезрителям, причем тут Конго, почему медицина, что за делегация, как все это происходило, и вообще, как ты оказался в Африке? Прошу. Ну, мне кажется, это был вопрос времени, чтобы где-то в таком месте оказаться. Это была детская давняя мечта, когда ты растешь на передачах про приключения какие-то, про медиков, про вот это вот все. И когда у тебя семья врачей, я думаю, альтруизм, он все равно остается смешанный с чувством таким жаждой приключения, он все равно остается. То, что в детстве в тебя закладывается, оно все равно когда-то прорастает. Мне кажется, это и проросло. Приключения с профессиональной деятельностью? Совместно, да. Ну, а просто так где-то быть, куда-то ездить без цели. Мне давно уже не интересно. Если ты можешь где-то быть, оставить свой след, помочь людям, я думаю, это гораздо важнее, чем просто поехать туристам, посмотреть Но если места. говорить об этом, насколько я помню, если я ошибаюсь, ты меня поправишь, ты был одним из первых врачей, который во времена ковида вошел в красную зону. Я учился тогда в Астраханской области, в Астрахани. Не хватало врачей, и попросили уже ординаторов. Добровольно, кто готов, тогда еще не было вот этих оплат президентских, ничего, просто нужна была помощь. И мы первые 10 человек, и все, получается, 8 чеченцев, 1 даргинец и 1 татарин, тоже все отсюда. А потом специальная военная операция. Потом медаль за храбрость. А теперь Конго, где бушует Эбола. Ну, это мы уже про Эболу мы узнали только через 2 дня, как приехали. Мы, к счастью, не столкнулись с Эболой. Это было чуть дальше от нас. Но каждый искал там свое. И объединяло всех это желание помочь людям быть полезными. А каждый, я, наверное, не отвечу за всех, каждый ищет свое в таком месте. Это же, знаете, как... Это не комфортная работа, к которой ты привык, это не плановая госпитализация, это не в больнице с кондиционером, в которой ты сидишь в красивой форме, когда тебе люди приходят по записи. Это что-то настоящее, живое, и где врач, он является действительно врачом, и ты, получается, в джунглях, и остаешься один на один со своими знаниями и с пациентом, и все, там все честно, там очень все честно. Вы как оказались в этой делегации, в этой миссии? Ваша личная инициатива или вы были приглашены? Личная инициатива. Личная Я наткнулся, инициатива. также на информацию о ребятах, что они ездят, что они путешествуют, что занимаются медициной в других странах, в основном в африканских, и как-то я даже не думал, сразу им написал, прошел собеседование, с ними поговорили. Они уже, получается, через неделю со мной связались, сказали, что я утвержден уже на миссию в Конго. Это ты лично? Да. По своей инициативе. Я говорю про всех. Вы все по личной инициативе. Все добровольно, все сами, за свой счет. За свой счет? Никто нам ничего не оплачивал. Это все, каждый человек платит за себя. Получается, что ваша работа в Африке не оплачивалась, что это волонтерский проект этакий. 100%. 100% волонтерский проект. Все деньги на билеты. Каждый врач искал для себя медикаменты, которые тебе нужны. Мне помогали знакомые, которые узнали, что я еду, и сказали, кто-то дал чемодан медикаментов, которые мне нужно, сказал, вот, еду от меня передай, пожалуйста, и вылечишь, значит, мне зачтется. Друг почти полтонны там памперса, вот это вот всего нужно отправить. Близкие, знакомые, друзья, вас собирали в эту, так сказать, командировку. Да, а я и не говорил, не распространялся, я своим друзьям, 2 друзьям сказал, и эти 2 друга сразу такой, ой, у тебя есть место, давай, бери наше. Отправь. И все, у меня, в принципе, и мест не было, чтобы взять с собой что-то. Много людей предлагали, ну, в основном знакомые предлагали деньги там. Но я, знаете как, не знал, что меня там ждет, и смогу ли я как-то воспользоваться, потому что я не уверен был.
Тундера, не ахчаться и чисто первую даже поездку, пускай это будет полностью за мой счет, за свои деньги, чтобы, так сказать, бег мейл сайн хайзлин худукаться. Ну, тут тогда другой вопрос встает, как вы уже упомянули. Точнее, как ты уже упомянул, собственная безопасность. Вы знали, куда вы едете? Конечно. Вы нас знали, что там инструктировали. Эбола, да, так опять угрожает всему Ну. населению. И вот перед этой поездкой в Африке какие-то, я не знаю, прививки, какие-то, я не знаю, консультации, вот что-то было? Как тут с собственной безопасностью? Вопрос. Ну, смотрите, нам перед поездкой, перед вообще, как мы проходили собеседование, нас спрашивали, как и вы спрашиваете, вы вообще в курсе, там, куда вы едете, что едете, вы должны знать, что это непростая прогулка. Тем более, что угроза лихорадки Эбола, она и актуальна Ну, на там, сегодняшний знаете, день. желтая лихорадка. Тем более. Желтая лихорадка, там малярия, сезон малярии еще. Там вот все, что можно найти тропического. Это же, получается, экватор, экваториальная страна и очень хороший климат для всего. И получается, врач сам за себя отвечает. Врач должен отвечать за свое здоровье в первую очередь. И если если при необходимости сделать все прививки, то есть врач сам отвечает. Вы все риски взяли на себя, вы вся врач, делегация. Да, конечно. И прививались, я привился, ребята привились. Там страну не пускают без сертификата желтой лихорадки. Так что, начиная с нее, мне за день 4 вакцины поставили. Я такой, все, поехали. И, насколько я знаю, миссия проходила в 2 крупных африканских городах. Если что, ты меня поправишь. Да. Киншасе, я правильно называю? Киншаса, имена? да. И Кисангане. Кисангани. Вот что это за города и что вы там делали? Так, Киншаса – это город, это столица, город, которым началась наша миссия. Получается, нас встретил доктор Лади, который был инициатором поездки, связался с миссией, с Екатериной Глок. Он сказал о необходимости помощи в своем регионе, что не нужны врачи, и если есть возможность, был бы рад, если мы приедем. То есть он занимался всей логистикой внутри страны. Там питание твое, проживание, за безопасность он отвечал. То есть регион-то нестабильный, неспокойный, как вы сам, как журналист, вы понимаете, что это за регион. Поэтому я у вас спрашивал, точнее, у тебя спрашивал, вот все время перескакиваю. Извини, прошу. Кисангани – это, получается, столица, 16 миллионов населения, то есть перебор с населением, очень большой трафик, такого движения я нигде не видел. Своя жизнь, очень много народу, знаете как, город практически не спит, очень густо населен. То есть и проблем условия там хватает. там разительно отличаются от наших, от привычных вам. Ой, это очень сильно. Я максимум, с чем могу это сравнить, наверное, да мне даже не с чем. Это совсем другая жизнь, совсем другой город, совсем другой ритм жизни. Там настолько большой даже на дорогах трафик. Вот между нами больше расстояние, чем между людьми там, которые двигаются. Вы, делегация, были готовы к тому, что увидите? Ну, И что вас особенно так поразило? У нас поражало все. Просто, понимаете, когда ты живешь в определенном, вакууме, в определенной зоне комфорта, мне чуть привычнее было. Я после СВО был готов к нестандартным ситуациям. Но там, знаете, когда на СВО это враг, который ты знаешь, откуда будет стрелять, где ты его видишь, ты можешь как-то беречься, защищаться. Примерно знаешь, чего ожидать. А тут в основном болезни-то они невидимые, как и, наверное, из этой практики, как вы сказали, из ковида, СВО и, получается, с Африкой. Самое сложное, это, наверное, был ковид и Африка. С СВО, как таково, когда ты видишь проблему, ты понимаешь как-то более спокойнее. С чем ты можешь столкнуться? Да. А там ты можешь подхватить что угодно. И твоя безопасность – это только твое дело. Хорошо, а какого состояния медицины в Африке, на ваш взгляд? И как складывалось ваше общение, всей вашей миссии с местным населением? Возникали ли какие-то трудности, взаимопонимания в языках?
Как тут все делать? Вы же Да. поехали, я знаю, английский там тоже, французский, английский там тоже свои языки, но как у вас это все складывалось? Ну, у нас большинство ребят разговаривало, кто-то хорошо, кто-то хуже на английском. Ну, там Все больше бо- французский, насколько Там я весь знаю. французский. Там, Весь французский, там да. вся страна разговаривает на французском, и много национальностей. То есть, например, в Киншасе это язык лингала. Там, например, если ты здороваешься с человеком, это будет мботе, здороваешься. А в Киншасе это уже суахили, там уже джамбо говоришь. Это уже совсем другие языки, и люди другие, и темп жизни другой. То есть, когда Киншаса это густонаселенный, так скажем, мегаполис, когда вот вся жизнь в трафике, вся жизнь в беготне, в суете, а Киншаса Кисангани это получается уже такое более, как вам сказать, размеренная деревенская Спокойная, жизнь, более спокойная, такая. да. Ее нельзя сравнивать с нашей спокойной жизнью. Это совсем разное. То есть, если представляю. сравнивать с Россией, это, мне кажется, чуть неправильное сравнение. Потому что там, знаете, там ритм жизни другой, там менталитет другой, там люди мыслят по-другому, живут по-другому, у них ценности Ну, конечно, определенные конечно. свои, да. И когда там надо очень сильно подстроиться, потому что, знаете как, на этапах даже, когда ты начинал работать, очень много моментов, знаете, это такой апогей формальности. Вот я бы назвал это так, апогей формальности, когда прежде чем дойти до пациента, тебе надо там познакомиться, мы знакомились со всеми, с ректором университета, с замом ректора университета, замом зама, потом главврач, зам главврача, врачи, Это так со принято? всеми Это врачами. такое Это обычай? надо обязательно, да. То если пришел туда работать, то есть у нас как? Начальство позвонило, вот приедут такие-то люди, организуйте им. Есть определенные ответственные люди, которые будут организовывать вашу работу. А там ты должен, это вот может восприняться как личное неуважение, и всех захотят с тобой поговорить. То есть первый день нашей работы, даже почти 2 дня нашей работы, это было в основном знакомство, объяснение, кто мы, что мы, чем мы можем помочь. Вот о работе. У нас есть видеоматериал, который вы нам предоставили. Спасибо за этот материал. Давайте будем смотреть. Режиссер нам поставит видеоматериал, а вы рассказывайте, как было, что было. Ну, на видео мы видим город. Это уже второй этап нашей миссии, это 2-я неделя, это Кисангани. Изначально, куда мы планировали. То есть из-за вот этих формальностей, получается, из-за того, что надо соблюдать определенную иерархию, очень надо соблюдать определенную иерархию, и ты не можешь перескочить, например, не поработав в столице, ты не можешь поехать в этот регион. И на видео уже мы видим нашу работу, местные ребята уже, как вы заметили ранее, они все снимали. Давай так. Каким пациентам помогала ваша команда? Какие медицинские направления оказались наиболее востребованными там? Мне легче сказать, что... Какие не востребованы? Какие не востребованы. Давай. Ну, не востребованы, там нет ничего не востребованного. Все, вот каждый наш врач, он, допустим, начиная от акушеров, гинекологов, нейрохирургов, все были востребованы. В Киншасе, в столице, нейрохирурги работали. Наш нейрохирург Андрей работал. Была уже нашумевшая операция, которая впервые... Да, я читал про эту операцию. Да, впервые уникальную. на территории, получается, Демократической Республики Конго ребенок был с парализованной рукой, послеродовая травма. То есть ребенок был обречен, что руку в основном она мышцы атрофируются, двигаться не будет. И наш Андрей блистательно пересадил межреберный нерв на руку, и человек будет уже в будущем, Вот рука мы будет видим, рабочая. там очень много людей вокруг врачей. Там были очередя за медицинской помощью? Велся какой-то учет принятых пациентов? Вы знаете, как я вернусь в Киншасу. Давай, то есть в Киншасе это столица и больше технически развита. То есть даже, и то не сравнить с нашим оборудованием. То есть там есть, конечно, оборудование. Это как ты попал в постсоветскую больницу, где вроде бы все есть, но оно чуть устаревшее, тут что-то не хватает, может тут что-то не работает, может кто-то не умеет на чем-то работать. И есть определенные узкие обязанности. То есть в Киншасе было больше возможностей высокотехнологичных, если это можно так назвать, а в Кисангани уже получается, ты оставался таким врачом, как
как в деревню, как врач приехал, вот примерно такая же и работа. То есть, когда я, получается... Который должен лечить все болезни. Да. В Киншасе, получается, от трахеостом там, до танзилоктомии, вот эти операции, где нужен анестезиолог. А в Киншасе, получается, из-за того, что не было анестезиолога, пришлось работать элементарно. То есть, приведу пример элементарный. Приходит дедушка с серной пробкой, то есть не слышит человек, ты смотришь в ухо, а там прям камень, прям каменная серная хорошая пробка. Лор-врачи меня поймут, когда ничем ее легко Это уже не ваше убрать. направление. Это уже Чтобы мое направление. наши телезрители поняли. Да. И получается, когда ты с горем пополам вытаскиваешь эту серную пробку, это не то, что тут поработать в поликлинике или в стационаре в комфортных условиях. То есть ты в этой деревне, в джунглях помог человеку, и он с собой уже всю деревню приводит, говорит людям, что он слух возвращает. И тебе уже приходится там всем помогаешь, а есть люди, у которых нету серной пробки, например, это нейросенсорная тугоухость. Ухо хорошее, но не слышит. Там ты уже ему не поможешь. Там витаминчики назначишь, лекарства назначишь, но со слухом будут проблемы. И он обидится на тебя, почему ты им там помог, слух вернул, ты там что-то шприцом делал, что-то залил туда, им помогло, а мне не помогаешь. То есть вот эти моменты между людьми надо было очень аккуратно. У нас был переводчик Серж, очень хороший, душа компании нашей. Он переводил, он сглаживал эти угли. То есть он, будучи в этом контексте, те вопросы, которые мы могли как врачи задавать пациенту, то есть там много моментов, когда тебя могут понять неправильно. То есть твое действие в любом Надо быть случае... аккуратным. Знаете, как в другой стране, каждый монастырь, как говорится, со своими правилами говорю, не да. войдешь, и ты очень был со словами осторожен, с телодвижением осторожен. Допустим, ты же не знаешь, кто к тебе пришел. У нас-то как-то можно определить, ты знаешь, человек представляется, а там плюс-минус в джунглях сидишь, к тебе в больницу приходят, в твой госпиталь приходят люди, плюс-минус одинаково одеты, ты там, не дай бог, кого-то не так тронул, не тем тоном поговорил, ты не знаешь это. То есть у нас таких особых-то и проблем не было, потому что нас берегли, наш переводчик, люди, сам доктор Лади нас оберегал. Но знаете, когда ты не знаешь, ты можешь очень легко грани перейти. Вот представьте, в нашу республику пришел какой-то врач, там женщина в хиджабе пришла, он на глазах у ее родни начинает с ее это снимать, потому что он-то захочет посмотреть там по своей медицине. Но его-то мы с вами не поймем, правильно? Человек, который вне медицины, вне журналистики, вне контекста, люди в контексте его не поймут. У вас много работы было? По твоему направлению, скажем. Ой, она не прекращалась. Мы уже перестали. У нас, получается, сперва мы не вели учет, мы думали, что больница в Киншасе, они как-то, ими предоставлены нам пациенты, их учитывают. Оказалось, что они не фиксировали, это их текучка была. Потом начали фиксировать. На момент завершения миссии, когда мы уже, получается, полмиссии не фиксировали, 500, около 600 человек осмотренных, 27 или 37, не помню я, произведенных операций, и уже где-то около 40, то ли 30 было врачей, обученных тем или иным манипуляциям, которые здесь уже считаются такими, такая текучка, там уже как ноу-хау могли предоставляться. Зачем врачам нужны такие командировки, такие миссии? Что это дает для врачей? Кроме того, что вы поехали в другую страну, я понимаю, прекрасная миссия, добрая миссия, помогали, но ехать в такие далекие страны, зачем это врачам? Наверное, это вопрос, каждый ответит по-своему на этот вопрос, очень индивидуальный вопрос. За всех ответить не смогу, но как я вижу это, наверное, внутри понять, какой ты врач вообще. Врач ли ты? Как ты относишься к людям вне комфорта? Знаешь, можно понять, твое ли это призвание или нет. Вообще, кто ты за человек, можно понять очень легко. Вот давай напрямую. Что тебе дало? Мне что дало? Да, именно тебе. В плане профессионализма, человечности. Вот тебе что именно дало? Осознание того, что я в медицине нахожусь не зря, я бы так сказал. Знаете, синдром самозванца, есть такое понятие у медиков, когда ты определенный этап считаешь, что ты,
как ты здесь оказался, не понимаешь. То есть ты как будто недостоин занимать ту или иную должность, быть тем или иным, так скажем, врачом той или иной специальности. А там ты очень быстро понимаешь, кем ты являешься. И на что ты способен? И на что ты способен в том числе. И знаете как, ничего нового я для себя не узнал, но я бы сказал, что я больше утвердился в своем мировоззрении, как я должен двигаться в этой медицине, как я должен жить и какой у меня путь дальше будет. Наверное, я больше в этом убедился, что жизнь заключается не только с работа, дом, работа. Многие врачи ошибочно полагают, что они вот устроились на работу, и они всю жизнь будут только там, и им мир не откроет каких-то новых дверей, новых знакомств, и они будут влечь какое-нибудь там жалкое существование в какое-то, я не знаю, но это, грубо говоря, это ошибочное мнение, когда человек думает, что он будет там, где родился, там и пригодился, ну, допустим. Конечно, очень важно, где ты родился, очень важно возвращаться домой. И когда ты уезжаешь, ты понимаешь, как сильно ты скучаешь по дому, по родным. Это отдает ценность тому, что ты имеешь. Хайдолхуман, си-дуа, хайдолхуман, хамбуа, маха-хон, хайчур, хайдюзел, хуашна. Элементарно, вы нохчучур медицин гокон. Вы просто, вы ашлук. Куда в следующий раз? Знаете, Последний вопрос нашего разговора. Я бы много куда хотел, но, наверное, как позволят финансы, я вот так отвечу. Если позволят финансы, куда угодно, куда позовут ребята, туда и поеду. Готов? Мир-то он большой, да. Хотелось бы в Афганистан, если нас позовут, я бы туда поехал. Почему-то у меня туда сердце лежит, не знаю почему. А дома как воспринимают Ой, твои желания? Я бы так сказал, с большим повышением артериального давления. Я понимаю, семейная, это медицинская семья, отец медик, мама медик. Но и все-таки, как воспринимают? Вот. Конечно, они принимают мой выбор, но они все равно советуют мне сидеть дома, я бы так сказал. Побыть больше дома, оставаться рядом с ними, желательно, чтобы я был в селе все время. Это их желание, но они поддерживают. Но они поддерживают, да. Они поддерживают, они полностью принимают. Мне кажется, все, что я сейчас делаю с ковидом, с СВО, с этой Африкой, это все, что вложили в меня мои родители. Спасибо им большое. И ребятам хочу пожелать, как и в прошлой нашу встречу, делай, что должно, и будь, что будет. Главное, делать свое дело. И все. Не бояться. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришел, ответил на мои вопросы, высказал свое мнение. Я перескакивал сегодня. Ты извини, у меня тоже чувство. Да я даже не смог на все вопросы ответить, потому что мы очень с много тобой информации. еще раз встретимся, еще раз поговорим об этом, подробно поговорим, так что не волнуйся. Да, уже после нескольких других стран, возможно. Договорились. Договорились? Договорились. Спасибо тебе за твою работу. И низкий Спасибо вам вам. поклон, врачи, за вашу работу. Спасибо, Привет, что вы салют. есть. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. Наши врачи, чеченские врачи государства российского в Конго, в Африке. Как бы там тяжело не было, но они там были и помогли. А это самое главное. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И врач клинической больницы номер 3 города Грозный Магомед Татаев. И напоследок, дорогие друзья, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.